Сегодня в рубрике «Эксклюзивно» группа «Мэй Версаль». Ребят, с чем приехали в Полтаву? Какую музыкальную программу с собой привезли? Драйвовую, живую, мощную, громкую. Немного романтическую. Немного романтическую, да. В минимальной лирике и в основном все такой живой драйв в слегка нестандартном составе. То есть у нас, сразу хочется сказать, у нас немножко нестандартный состав, потому что у нас нет гитары, у нас только бас-гитара, и все у нас вот на коленных плечах лежит, твердых, мужских, уверенных. Да, обычно у нас в программу половина концерта акустический сет и full band. Ну, сегодня у нас такие необычные изменения, поэтому мы решили сыграть уже в электронном варианте в full band как бы всю свою программу без акустики. Скажите, как вы готовитесь к своим выступлениям? Никак, приехали, выступили, расслабились. Да нет, Приняли. слукавил немножко, никак. Не, ну как, перед туром у нас усиленные репетиции, мы прогоняем программу раз за разом, мы стараемся почаще как бы репетировать. Ну, лично я слушаю лишний раз дома программу, пытаюсь там понять не только как сыграть, но и как там показать себя на сцене. Ну, не знаю, как ребята. Ну, вот репетирует у нас один Антон, как бы, и все. А мы просто приходим, расслабляемся, играем в свое удовольствие. У вас импровизация? Только Антон репетирует, да? Нет, у нас не импровизация, у нас оговоренный сценарий, но репетирует только. Да. Вот скоро Коля оденет смокинг, возьмет свой пюпитер и будет Дирижировать. Да. Ими двумя, да. Ну, например, мне нравится расслабиться по тяжелую музыку. Я сразу включаю себе наушнички. Ну, это ты уже про настрой говоришь, Тяжелячки, а не ну, про так уж подготовку. учимся. Подготовка тоже. Ну да. Скажите, какие у вас новости в вашем творчестве? Чего нам ждать? Чем вы выстрелите? Выстрелим. Ну, это громко сказано, конечно. Ну, недавно, 31 октября, у нас вышел первый клип в этом составе. Personal Empire называется. Сняли наши новые друзья. Трико называется. Я надеюсь, что мы скоро с ними тоже что-нибудь новое сделаем. В скором времени мы, я надеюсь, в этом году или в начале следующего будет следующий клип. И мы готовимся к записи. Хотя нет, мы изначально планировали синглами выпускать наши новые песни, но теперь у нас небольшие трансформации в планах, и мы готовим альбом уже. То есть у нас помимо клипа будет целый полноформатный альбом, ну и пару акустических таких небольших мини-концертов, ну то есть акустические видео будут. И когда планируете выпуск альбома? Как можно скорее. Да, ну в следующем году и надеюсь, что максимум середина весны. Сейчас вы творите больше на английском языке. Почему? Интересно больше. На русском не то чтобы как неинтересно, совершенно не нравится. Нет, мы можем, нам нравится, мы любим как русский, так и украинский, и английский языки. Немного китайского. Немного китайского, да. Но появился какой-то интерес и вот тяга к подобному творчеству. Ну, То есть стало интересно, решили попробовать. Попробовали, посмотрели, что получается. Ну и решили продолжать, раз пошло. То есть все на самом деле очень просто. Как мистично не звучало бы, чувствуем просто, что хочется таким образом сейчас попробовать себя, и мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем попробовать себя показать перед англоязычной публикой. Ну, то есть вы планируете выезжать за пределы Украины? Да, пока что сейчас это немножко секрет. Может быть, мы поделимся с вами, да. Немножко секрет, что мы планируем за границу выезжать, но это секрет. Да, Немножко. ну, секрет куда, пока что, да. Чего ждете от сегодняшнего выступления в Полтаве? Всего чего угодно. Все, что может случиться, пусть случится. Но сегодня мы играем с нашими друзьями, ласковыми усами. Я думаю, это будет незабываемый вечер, потому что, во-первых, это произошло спонтанно, то, что мы сюда именно в этот клуб приехали, и с ребятами будем выступать. И сегодня нет шансов полтавчанам устоять перед таким напором людей из Киева. Да. Есть ли в вашей музыке миссия? Есть, конечно, покорить мир. Вселенную. Первый раз об этом Это слышал. миссия но вашей ладно. группы, а именно музыки. Музыки. Ну, музыка это порыв души, порыв эмоций и эксперименты, экспериментальная музыка, потому что на самом деле, ну, мало кто в такой вариации, вот как у нас сейчас в данный момент есть, ну, мало групп таким образом подключается, играет, выступает и ищет именно в такой вариации какие-то вот именно новые нотки,
новые фразы музыки, да. Но мы решили, у нас пошло, попробуем, нам помог разобраться в этой схеме мой товарищ, мой бывший гитарист, с которым я много лет играл. И мы прямо на репетиции взяли, подключились, вот дали, и оно сразу же буквально с первых фраз получился очень такой мощный жир, такая вот именно сразу такой наплыв, и такая вот мощная энергетика. А по поводу миссии, что не скажешь? Миссия? Сейчас скажу и по поводу миссии. Миссия, я сказал, миссия покорить мир, покорить вселенную. Да. Это цель и миссия. И на самом деле показать людям то, что мы умеем делать очень качественную и очень хорошую музыку, и передать вот именно свои эмоции, свои фантазии, которые есть в душе, в голове. А твоя версия, Жень? Миссия? Просто обмен энергией, обмен эмоций и улучшение мыслительных процессов в головах людей, пожалуй. Понимание музыки, понимание мира, какого-то понимание наших эмоций. Мы просто делимся. Мы просто открытые, мы просто делимся. Да, я тоже больше с Женей согласен. Музыкант, человек, который старается сделать мир лучше, который старается зажечь, может быть, огонь. Вдохновить. Да, вдохновить. Да. Извини. Да, ты то же самое говоришь, что я хотел сказать. То есть, действительно, как-то вдохновить, как-то поддержать человека. То есть, когда я хожу на концерты, я на последнем большом концерте, это было, правда, пару лет назад, на Red Hot Chili Peppers в Киев ходил. То есть, эти ребята зажгли так меня, что мне захотелось что-то творить, промотивировало, в принципе, жить и какие-то новые свершения преодолевать. Спасибо, ребят, вдохновляйте и удивляйте.